Сейчас в руках что я держу? Флешка. Карта памяти. Так, это Флешка. Микросиний. так, то есть информация хранится здесь, да? Вот сегодня получается две карты памяти задействованы. Так, это что у нас? Коробок, спичек. Да, аккумулятор, батарея. Вот тоже получается села. То есть есть ограничения в памяти и заряде, ВДС. Сегодня состоится вечер памяти Алексея Васильевича Моисеенко. Он ходил и выступал здесь, заслуженный артист России. Есть такие высказывания. Творец дал человеку два колена, одно преклонять перед лекарем, доктором, врачом, повитухой и перед патанатомом, другое перед учителем, а оба вместе перед самим Творцом. Есть такое правило, третий закон Ньютона. Знаете его, да? Сила действия равняется силе противодействия. Есть такое правило, которое использует Галина Ильинична, присутствующая здесь. Помогая другому, помогаешь себе. Это третий закон Ньютона. Я сейчас немножко скажу такие слова. Векторно-тензорная фонетика. Нас окружают вещи, свойства, связи. Вопрос вам. С чего начинается любое явление? С вещи, свойства или со связи? Быстро отвечаем. Но с вещи это вещи. Так. Со связи, наверное. Со связи. По большому счету подумайте, если бы не было связи между папой и мамой, явились вы бы в этот мир? Нет. Нет. Так, теперь следующее. Правда. Слово «правда». Там два «а». «А» — вектор внутрь. «О» — вектор туда. Насчет этого такая следующая теорема. Жизнь — это тест. Болезнь — протест. Протест тому, и что противно очень. Противен тот продукт, который просто-напросто испорчен очень. Жизнь сотворяет чудеса. Творит природа. Протест он возникает лишь тогда, когда ортодоксальность алогичного ума творит и в дурость превращает чудесные деяния Творца. То есть получается, когда мы отдаем, мы творцы. Когда мы забираем, мы твари. Не ищите никогда правды. В слове «правда» два «а», и для каждого она своя. Есть такое понятие «истина». Критерием истины является практика. В одной системе может быть, что вот эта батарейка полетит вниз, а в другой системе она полетит вверх, в зависимости от гравитации. На этот счет Галина Ильинична проводила здесь мероприятие, что такое правда и что такое истина. Значит, следующее, мое понятие, восприятие. Мириады звезд, миллиарды правд, а истина одна. Ты, я, человек, деяние Творца. Сегодня о чем вы говорите? Здесь получилось следующее по поводу революции. То общество, которое у нас было, оно было нормальным обществом. Но оно немножко, некоторые забурели и неправильно себя поступали, поэтому революция свершилась. Но и все человечество, все славянин, гармония в природе. Поставили в моем восприятии с головы на ноги. Только беда в 41 году, 42, 43, 44 переставили наоборот. В 91 году все переставили опять с головы на ноги. Вот сейчас вот этот символ, буква «Ом», с двумя точками.
Это и есть то, что у нас и образование, и здравоохранение перевернули с головы на ноги. И поэтому говорить о этом явлении революции можно и так, и сяк. Вот получается, это да, это нет. А вот это да и нет одновременно. То есть ставим вопрос ребром. Далее, 7 декабря 18:20 в Доме дружбы народов будет проходить фестиваль озными точками, посвященный памяти Прасковьи Ивановны Чисталевой. Прасковья Ивановна Чисталева была учительницей, моей учительницы и учительницы Галины Ильиничны, Корчевой Марии Дмитриевны. В 1996 году не стало моей мамы, в 2007 году не стало Марии Дмитриевны, а в 2008 году я познакомился с Прасковьей Ивановной. Вот то поколение, которое было рожденное после революции, до военное поколение, оно совсем имело другой дух. Прежде всего, женщины были скромные. Скромность украшает человека. Но получилось так, что дидактического материала ни по отношению к Марии Дмитриевне, ни по отношению к моей маме у меня не осталось, только молчаливые фотографии. Поэтому я сейчас занимаюсь в основном видео. Все это будет в YouTube, в Фейсбуке, в Твиттере, ВКонтакте и в Одноклассниках. Всех я вас приглашаю на этот вечер. Даже хотел бы, чтобы вы в интернете нашли стихи Прасковьи Ивановны, почитали их и, исходя из своего ума и фантазии, каким-то образом либо на музыку, либо начитали, таким образом. Дальше следующее. В этом году запущен сетевой проект «Что в имени в твоем учителе». Я спрашиваю вот так вот. Андрей, скажи, пожалуйста, кого ты считаешь своим любимым учителем, либо любимыми учителями? Он отвечает, это мы все туда отправляем, в космос. Создаем кармическое портфолио, то есть слова благодарности о своем учителе. Благодарю вас за внимание.